Бумбая! Всем приветик, ребята! Добро пожаловать на мой канал Jumpkin Donuts. Сегодня мы будем делать отзыв, ревью, пробование новых продукций, можно сказать. Но самое главное это Fenty Beauty от Рианы. Я хотела так сильно сделать первое видео, но не получилось из-за того, что у нас ураган на улице, должно приближаться по идее. Так что я не успела быстро снять и побыстрее выставить, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Буду делать сегодня ревью, отзыв на тональную основу от Fenty Beauty от Рианы. И, конечно же, на ее хайлайтер Fenty Beauty, называется Kilowatt. У меня Duo, то есть двойной хайлайтер. Попробуем это и посмотрите, как оно будет смотреться на моей коже. И я вам дам мое честное ревью. Несмотря на то, что я обожаю Риану, хочу обожать, но посмотрите вы сами тоже, как она будет наноситься. Так что вот. Кроме этого, я сегодня хочу сравнить два туша. Тушь у меня Better Sex от Too Faced и тушь L'Oreal. Так что вот, ребята, если вам интересно, как будет они смотреться на моей коже и вообще как будет работать, оставайтесь со мной. Не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не подписались. И, конечно же, поставьте лайк, если вам уже нравится это видео. Так что, приступаем. Ну что ж, начнем, наверное, мы с тональной основы от Рианы Fenty Beauty. Но перед тем, как приступить, хочу вам быстренько прочитать, что здесь говорится. Что это Pro Filter Soft Matte Long Wear Foundation. Тональная основа. Должно держаться очень долго, она легкая по консистенции, не должно чувствоваться на коже, не такая тяжелая, прям очень, как будто ничего нету на коже. До среднего, до плотного покрытия, так что можно контролировать плотность. Говорится, что там нету никаких масел, которые может забить ваши поры, и говорится, что оно должно сделать вашу кожу гладким, как не знаю что. И говорится, что без жирного блеска. Да, делать гладким без жирного блеска. И она говорит Climate Adaptive Technology, то есть если вы потеете очень часто и она становится жирной-жирной, она очень хорошо. И она дает такой мягкий матовый финиш. Посмотрим. Моя кожа комбинированная, и из-за этого я не хочу прям такой матовый финиш, поэтому перед тем, как нанести эту тональную основу, хочу нанести Smashbox Radiance и нанести, например, в эти точки, потому что у меня эти точки очень сухие, а как бы Т-зона у меня нормальная, там жирная у меня. Так что хочу нанести туда, чтобы контролировать вот такое матовое покрытие. Обожаю этот праймер, потому что этот праймер дает всегда сияние на твою кожу, дает какую-то, не знаю, свежесть. Когда у вас комбинированная кожа, это означает, что тебе нужно нанести на каждую точку отдельную продукцию, можно сказать. Поэтому, если у вас кожа здесь сухая, нанесите что-то такое, как Smashbox. Так. Ну, чуть-чуть. Fenty Beauty советует, когда ты выбираешь тональную основу от Fenty Beauty, обязательно нанеси на кожу и посмотри, потому что оно меняет цвет, становится темным. Поэтому желательно перед тем, как покупать, попробуй, подожди, как она высохнет, а потом посмотри, если она подходит, потому что она действительно темнеет, когда высыхает. Так что еще говорится, что когда наносишь, нанеси чуть-чуть по чуть-чуть, иначе слишком будет много. Несу немножко сюда в начале. Так, буду наносить спонжем от Sephora. Кстати говоря, если у вас более такая комбинированная сухая нормальная кожа, чем жирная, лучше нанести спонжем, который именно мокрая, потому что она не будет делать таким слишком матовым. Так, буду делать так. Вначале нанесу вот так. И буду наносить теперь спонжем. Знаете, ребят, когда Fenty Beauty только пришло к нам в магазин в Sephora, нам нельзя было ничего говорить про это было очень конфиденциально, скрытой информацией, что мы не могли фотать, не могли вообще про это говорить, потому что Риана хотела сделать сюрприз для всех поклонников. Поэтому, мне нравится, смотрите. Поэтому мы не могли никому не говорить и просто сидели, игрались, но как мы игрались, мы должны были стереть с наших рук, чтобы мы не успели сфотать. Мы даже подписали такой контракт, где говорится, если ты испортишь, короче, конфиденциальность, ты будешь уволен, короче. И Риана вообще планировала, чтобы был такой сюрприз. Помните, как Бейонсе как-то раз сделала сюрприз альбом? Да, она выпустила свой альбом
вообще не говоря никому, просто дропнула, можно сказать. Это то же самое, она хотела сюрприз сделать для всех поклонников. Хотя она знала, что... Говорила, что у нее мейкап выходит, но она не говорила, типа, что именно выходит. Я попробовала эту сторону спонжем, теперь другую сторону хочу попробовать именно, как бы, кисточкой хочу попробовать, как она будет наноситься. Когда наносишь пальцем, мне кажется, она очень даже мягкой становится. В этой стороне видишь, что как будто у меня поры выходят, а здесь намного красивее. Такое чувство, что цвет тональной основы не подходит мне. Окей, мне кажется, что кисточкой намного легче наносится, а спонжем будто бы, не знаю, поры становятся больше, что ли. Хочу точно сказать, что она очень-очень плотное покрытие. Хоть и говорится medium to full coverage, но такое чувство, когда ты наносишь чуть-чуть, уже все full coverage. То есть плотное покрытие. Так. Ребят, я нашла способ очень хорошо наносить это пальцем, а потом уже выравнивать кисточкой. Спонжи я не советую, потому что спонж, не знаю, как будто бы, не знаю, не наносится вообще. Хоть она уже жидкая и всякое такое, но вообще не наносится. О, пальцем намного классно смотрится. Мне нравится. Она вообще не чувствуется очень тяжелым такой, как будто ничего нету. Как обычная тональная основа. Не прям такая легкая-легкая, но такая, нормальная. Так, теперь беру свой консилер быстренько. У Рианы есть консилер, более такой, мне кажется, как карандаш. И я не люблю карандаш, так что я карандаш не стала покупать. Потому что у меня уже столько хороших консилеров. Кстати, консилер это NARS Radiant Cream. Это тоже придется. Так, примерно так. Как вы заметили, тональная основа, в принципе, очень-очень плотное покрытие. Я не думаю, что получится нанести среднего покрытия, потому что, не знаю, один раз попробовал, уже кажется очень-очень плотное. Даже если я уже пошейкала, я не знаю почему, странно. Но оно очень плотное покрытие, но дает вам очень гладкий эффект. И мне нравится, что оно такое гладкое, что все покрыло. И в то же время не кажется слишком толстым и не чувствуется слишком тяжелым на коже, что это хорошо. Так что я точно советую, мне кажется, девочкам, у кого жирная кожа, а у кого сухая кожа, если честно, я бы не посоветовала, потому что она будет больше сушить вашу кожу, и если у вас еще поры есть, оно будет еще больше поры показывать. Так что я бы не советовала для сухой кожи, я советую это для жирной кожи 100%. Но если у вас комбинированная кожа, как у меня, либо же нормальная кожа, желательно нанесите вначале какое-нибудь, не знаю, масло, праймер, либо же праймер, который дает вам, не знаю, как бы сияние, чтобы когда освежить до этого. А потом вот эта тональная основа будет идти и наноситься намного мягче и намного лучше и, можно сказать, быстрее. Так что вот, советую это же для жирной кожи, но не для сухой кожи, точно. Но если спросите, носила бы ли я это каждый день? Из-за того, что я в последнее время не так часто ношу теперь толстое покрытие, я бы не стала наносить это каждый день. Но если я стала бы наносить каждый день, я бы наносила бы только, мне кажется, под глазами, где-то, где нужно, но не прям по всему лицу. Да, это мой такой чисто... мое личное мнение. Вот, а так, очень классная тональная основа. Следующий продукт от Fenty Beauty, это называется Kilowatt. Это Freestyle Highlighter Duo. Это такой двойной хайлайтер. Первый говорится, что она более такая для натурального сияния, а это более такого трендового сияния, можно сказать. Вы поняли. Так что Риана советует, можно нанести это вначале вот это, потом это, либо же можете мешать, можно наносить как тени на глаза, так что как хотите, в общем. Давайте попробуем. Я, наверное, буду мешать, потому что я люблю немножко трендового, и я люблю сиять, как вы знаете, так что буду наносить это вместе. Хотя, давайте попробуем отдельно, как смотрится, хорошо? Так, пробуем вот этот, я, наверное, пальцем попробую вначале.
Так. Это более такое для натурального, можно сказать. Здесь говорится, что можно нанести это на глаза. Так. Я ничего не вижу, если честно. Оно для меня слишком натуральное. Так, попробуем теперь эту сторону. Да, вот это я понимаю. Вот это я понимаю. О, look at this. Окей, давайте теперь смягчим эффект. Смотрите. Классно вообще. Видите, ребята? Очень классно. Вау. Я такого не ожидала. Я первый раз пробую, ребят, из-за этого у меня такая же реакция. Мне вообще классно. Смотрите, как она сияет. Прям очень классная. Я люблю быть такой сияющей, так что I love it. Так, давайте попробуем теперь вот это перемешать. Вообще классная. Очень нравится. Что мне нравится, что она не кажется такой пудренным, а именно вот натуральное сияние. Единственное, у меня здесь вот здесь прыщик выходит. Точнее, не прыщик, а забитый пор, наверное, который вырос. Сюда нельзя было наносить, я нечаянно наложила. Оно теперь больше показывает именно прыщики. Но нормально. Так, теперь дайте нанести это то же самое на глаза. Потому что Риана всегда советует это делать на глаза. Наносить, точнее, на глаза. Так. Наверное, наношу его сюда. Вау, ребята. Хайлайтер от Fenty Beauty, я скажу вам, the best. Вау. Вообще классная. Вот теперь можно нанести Laura Mercier Translucent Powder, только сверху, чуть-чуть, чтобы не испортить хайлайтер. Так, примерно сюда, где я становлюсь больше жирной. Вот сюда. И можно чуть-чуть. Теперь буду наносить быстренько, где мой у меня бронзер. Бронзер у меня от Marc Jacobs. Бронзер. Это я чуть-чуть, чтобы дать немножечко эффект. Если честно, этот бронзер кажется намного таким персиковым на мне, нежели бронзером. Так что можно нанести его как румян. Так, и вот сюда. Ребят, если честно, после вот этого всего, мне кажется, тональная основа мне больше нравится. Моя кожа прям очень такая гладкая, еще давно такой не была. Вау. Так, я быстренько сделала себе брови, на всякий пожар и немножечко румяны. Так вот, можно сказать отзыв на Fenty Beauty тональную основу и хайлайтер. Могу сказать, тональная основа опупенная. Вообще мне очень нравится, что она очень плотное покрытие. Так что если... Мне кажется, можно сделать как-нибудь среднее покрытие, но все-таки кажется, она более плотное покрытие. Оно не... Я не думаю, что если вы любите такой натуральный эффект тональной основы, оно, мне кажется, не прям так вам понравится. Но на выход, можно сказать, она офигенная. Очень хорошо плотное покрытие, кожа становится очень мягким и гладким. Не знаю, мне нравится эффект тональки. Тональной основы, тоналки. В общем, мне очень нравится. Отзыв на хайлайтер. Офигенный хайлайтер. Можно сказать, я не знаю, мне очень понравилось то, что оно, даже я использовала на, можно сказать, на мокрой коже, да, после тональной основы. И все равно оно гладко пошло, без всякого, что оно бывает так, что иногда, когда кожа еще мокрая после тоналки, когда наносишь какую-нибудь пудренную хайлайтер, можно сказать, пудренный хайлайтер, оно как-то, не знаю,
становится таким липким, потом не растушевывается вообще, короче, иногда бывает, что проблема с этим. Но этот хайлайтер очень хорошо пошло даже на мокрой коже. В общем, точно могу сказать, я советую этот хайлайтер, там у них еще есть несколько. Это у меня более такой золотой rose gold, можно сказать, золотой, более такой розовато-золотой. Там еще есть другие, есть еще красивее, так что точно советую вам этот хайлайтер, оно вообще классное. Так, следующее, то, что я вам уже обещала. Будем сравнивать маскара, тушь Better Than Sex и тушь от L'Oreal, называется Voluminous Lash Paradise. Все говорили то, что типа Джама, проверь, какой из них лучше, они похожи ли друг на друга. Правда, вот это прошло, мне кажется, вышло где-то месяц назад, но все люди говорили, что «О, это заменит Better Than Sex». Заметьте, ребята, что Better Than Sex тушь не только самая продаваемая, но еще самый продаваемый продукт вообще во всей Sephora. Мы их продаем больше, чем что-либо в магазине. Оно у нас распродается очень-очень быстро, и все хотят эту тушь обычно. В Sephora у нас много-много продукции, как тушь, да? Есть у нас Yves Saint Laurent, Marc Jacobs, который мне самой нравится. Но Better Than Sex почему-то подходит многим, и он просто бестселлер, самый продаваемый. И многие говорили, что, о май гад, наверное, L'Oreal, наверное, сделал точно такой же, как Better Than Sex, потому что все не могут жить без нее. Так что, хоть и мои ресницы, мне кажется, не такие презентабельные, чтобы сравнивать, но мы сравним, окей, ребята? Попробуем. Я специально это купила, я еще даже не открыла, и попробуем, как она работает, как работает на моих ресницах. Хочу вам сказать, что мои ресницы достаточно короткие, они еще очень мягкие, они не такие, прям такие толстые, получается. Они очень мягкие и тонкие. Так что, если вдруг что, если... Может, у нас похожие ресницы, чтобы вы сравнили. Так, открываю вот этот. Перед тем, как нанести, я хочу быстренько нанести свой... Этот Kevyn Aucoin, мою любимую. Вот этот Kevyn Aucoin, это самое лучшее, отвечаю. Так, поехали, да? Мне нужно зеркало. Так, хочу быстренько сделать так. Первое. Наверное, будем наносить Better Than Sex, потому что я уже использую уже давно. Мне нравится, но иногда мне такое чувство, что она слишком объемная для моих ресниц. Но попробуем. Посмотрим, как она работает на мне. Так. Чтобы вы видели, я как-то сделаю так. Я специально тени не стала наносить на глазах, чтобы вы увидели мои ресницы, иначе мои ресницы обычно не видны. Как видите, можно видеть мои ресницы как-то. Насколько длинные, можете сами посмотреть. Еще раз второй слой, можно сказать, идет. Второй слой, чтобы посмотреть, насколько она объемная. Мне кажется, для меня лично очень нравится вот такой объем, потому что у меня почти ресниц нету, и когда кажется, что что-то есть, какой-то объем, я счастлива. Я лично счастлива, когда становится вот таким. Так вот, теперь попробуем Luminous Lash от L'Oreal. L'Oreal Paris. Хочу сказать, что кисточки чем-то похожи, вы можете даже сравнить. Давайте посмотрим. Очень даже похожи друг на друга. Вау! Ребята, оно мне дают длину конкретно. Ребята, хочу вам сказать, что мне нравится эта тушь намного лучше, чем что-либо. Даже вот мне кажется, что, я не знаю, мне кажется, она намного длиннее. Вам, наверное, покажется, что никакой разницы нету, но когда я наносила, я помню, как вот это наносилось. Наносилось как-то, не знаю, смачно, и я еле как давал объем. А вот это она само по себе дал сразу, могу сказать, длину и, можно сказать, объем сразу. И мне кажется, что эта сторона намного длиннее, чем эта сторона. Красиво разделяет каждую ресницу, не слипается. А когда я наносила Better Than Sex, оно казалось, как будто бы оно, не знаю, как будто сейчас вот-вот слипнется. Из-за этого мне приходилось очень легкими движениями как-то разделять и как-то очень-очень стараться, чтобы они не слиплись друг с другом. А с L'Oreal вообще было очень-очень легко. Раз, два, три уже разделяла, и я сразу заметила, что оно дало, мне кажется, длину дал, и еще
я не знаю, мне очень нравится, что она кажется более таким... Ну, хотя, мне кажется, на камере не особо заметно, но просто я знаю свои ресницы, из-за этого я знаю, как они обычно работают. В общем, если сравнить по ценам, Berenstax стоит $23, а L'Oreal'овская стоит $9.99, почти $10. Так что вы сохраните $13, но она очень хорошо работает. Даже, мне кажется, лучше, чем Berenstax. Но опять же, хочу вам отметить, заметьте, какие у вас ресницы, какой у вас мягкие или же достаточно плотные. Если они плотные, может вам понравится Berenstax лучше. Но, конечно, я вам советую попробовать L'Oreal в начале, потому что, мне кажется, она конкретно конкурирует с Berenstax, и она очень классная. Я вообще не ожидала, мне очень-очень нравится. Вау. Мои ресницы прям... Вау. У меня нет слов. Хочу еще немножко нанести сюда. Ну что ж, ребята, на этом все. Я сделала ревью-отзыв, пробование на эти все продукции. Тональная основа от Fenty Beauty, от Rihanna и, конечно же, хайлайтер, который я очень-очень обожаю. Я просто в восторге от этого хайлайтера. И, конечно, уже видели, как эти два туши работают. Они обе офигенные, но просто иногда бывает, что она дешевле, может иногда даже лучше. Так что вот, ребята, надеюсь, вам понравилось такого рода видео. Если вам нравится такого рода видео, обязательно дайте мне знать, я буду делать их почаще, буду показывать больше новинки и, конечно, пробовать на себе и давать отзыв. Так что вот, ребята, не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не подписались, а мы с вами увидимся на следующем видео. Пока-пока!